Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Ленске полицейские задержали 3 подозреваемых в серии краж. В течение нескольких месяцев злоумышленники взламывали гаражи и контейнеры и похищали оттуда автомобильные запчасти, строительные инструменты, дизельное топливо и другое имущество владельцев. Примечательно, что кражи они совершали только в ночь со вторника на среду. Предварительно материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска обошли весь город Ленск. В одной отдаленной шиномонтажной мастерской они обнаружили автомобильную резину из списка похищенных предметов. У резины была особая примета, по которой владелец идентифицировал свое имущество. Таким образом, оперативники вышли на след подозреваемых, сбывших похищенное работником мастерской. В результате разыскных мероприятий были задержаны 3 местных жителей в возрасте от 30 до 41 года. По 5 эпизодам преступлений возбудили уголовные дела. По оставшимся решается вопрос о возбуждении и объединении уголовных дел в одно производство. Вместе с тем полицейские уверены, что количество потерпевших увеличится. Ранее судимый 41-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 2 других находятся под подпиской о невыезде. 28-летний житель Мирнинского района дважды украл деньги у своей знакомой. В декабре прошлого года подозреваемый был в гостях у заявительницы, где они вместе выпивали. К концу застолья хозяйка уснула. В это время молодой человек тайно воспользовался ее мобильным банком и перевел на счет своего приятеля более 13 тысяч рублей. После чего он просто покинул квартиру. Потерпевшая, обнаружив пропажу денег, в полицию обращаться не стала, надеясь, что злоумышленник одумается и вернет украденные деньги. Однако в январе уже этого года ситуация повторилась. Подозреваемый и потерпевшая встретились у общих знакомых. В тот день они снова выпивали, и подозреваемый украл банковскую карту знакомой и совершил несколько покупок на 7 тысяч рублей. В его отношении возбудили 2 уголовных дела за кражу и мошенничество с использованием электронных средств платежа. Дистанционные мошенники обокрали жительницу Нюрбинского района. Пострадавшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы защиты клиентов банка. Она сообщила, что 5 минут назад с ее банковского счета неизвестными был совершен перевод в 5000 рублей и попросила продиктовать номер банковской карты, чтобы предотвратить данную операцию. Пенсионерка назвала 16-значный номер, а затем и код подтверждения из СМС-сообщения, после чего с ее карты списали около 6 тысяч рублей. В Аймиконском районе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Об этом сообщает прокуратура региона. По материалам проверки прокуратуры Аймиконского района выявлен факт служебного подлога при проведении диспансеризации. Врач Аймиконской центральной районной больницы во время проведения в прошлом году диспансеризации взрослого населения района составил медицинскую карту о проведенной диспансеризации местной жительницы. Вместе с тем проверка установила, что женщина фактически диспансеризацию не проходила. На приеме у врача не была, осмотра и других предусмотренных диспансеризацией процедур в ее отношении в учреждении здравоохранения не выполнялось. Изготовленная медицинским работникам документация послужила основанием для оплаты страховой организации за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия медицинской услуги диспансеризации, которая фактически бюджетным учреждением гражданину не оказывалась. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении врача возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный подлог». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры. В Якутске полицейские раскрыли кражу из обувного магазина. Продавец магазина сообщила в полицию о краже 2 пар обуви. Общая сумма ущерба составила около 7,5 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев кражи. В кратчайшие сроки полицейскими был установлен подозреваемый, которым оказался безработный, ранее судимый за кражу 36-летний уроженец поселка Хатасы. В момент задержания на подозреваемом были похищенные ботинки. Мужчина воспользовался тем, что в магазине за ним никто не наблюдает, и переобулся в понравившуюся пару ботинок, а также прихватил еще одну пару. Затем просто ушел. Полиция проводит проверку по этому факту. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.